Если руки не дрожат, хоть бей, хоть в глаз. Bizi Sibirkine bütün sağlanır evet, Moskva korakatçı bu. Bizim bu hoca sintrenler Rusiyalar hatta kabağına bulduğların görüyor böyle. Тур угодие өтер кәлі бит. Мандық сығылай комплекс бит. Әлбәқ желетті. Бейі бұллағыттан көрі үйге қайылан тұрар кыванларға бұлту кәлбәдәқ бет. Бейі бұллағыттан көрін прикормкалан, вышқа кәтән, кәлер ду кәлбәт ту. Bu bultur haystalığa firmaların kırıcığı bana nutriyalar da bağlıdır evet kurusolar, fazanlar. Ну, держим так немного пока. Ну, летом они все это на улице живут. Сами по себе живут. Еды подкладываем. Это вот осенние малыши, да. В основном-то такие средние кролики, неплеменные, Калифорния, серый кролик обычный, с крольчатками. Так он. Бройлеры еще немного чуть-чуть для себя держим тоже. Доращиваем. Сами выводим, сами доращиваем их всех. Это товарищ у нас где-то порядка 6, наверное, 7 килограмм. Да, ну, держим, да. Это уже малыши сидят отсаженные в мамки. 19 ноября рожденные. Что? Такие. Это вот порода калифорнийская. Вообще здоровенные. Это не здоровые. Да? Я дома сам кроликами занимаюсь. Я привожу с Германии, со Словении. Вот там по 12 килограмм. Кролики, конечно, сейчас я покажу. О, Вот этот в 10 месяцев 10 килограмм. Это немецкий великан Ризен. Бельгийский великан есть, еще фландры тоже. И со Словении. Вот его привез с Германии, а самку ему привез со Словении. Вот так. За шкирку его не за уши, вот так вот. Вот так. Не бойся, не бойся. Все, у тебя еще не время, не твое пришло, подожди еще. крол. Ну сколько вот по весу примерно? 6-7 где-то есть, да? То есть, Да, ну, есть. да, вот такой. Это у нас племенной производитель, поэтому у нас на особых условиях сидит. Это тоже нутрии, да. Это вот малыши осенние. Там, шум. Кстати, вот в Средней Азии много кто держит нутрию. Гуси, видите? Вот свои тоже все выведены уже. Порода Линда. И большой серый. Ну сейчас, наверное, поменьше. Ну такой. Ну, кто подержать хочет? Вот так вот закрыли его. И петух тоже он породистый, это порода Брама. Он еще молодой такой, осенний петушок еще до конца не созрел, он будет пушистый, хороший. Одного оставили, в принципе, яйцо инкубационное, другое закладываем, не свое.
подходит, бывает. Придем, у нас несколько дней корм насыпем, воды свежие поставим немножко. Тут дикая утка живет, фазан, тут пару, кстати, летом запустили сюда, петуха с курицей. Шалашики наделали им, они ночуют, в сарай на ночь не заходят, все вот на жердочках ночуют, рассаживаются. А так в шалаше прячется немножко от ветра, мороза. Это дикая утка, цветная, да. Дикая утка. Наверное, летом на ручей уйдет. Самец охотничьего фазана. Сейчас я там сзади обойду за сараем тоже вытащу. Вот, это самка. Ничего не начал нести. Оставили, что запустили дикарей, чтобы они сами по себе. Сейчас я там за сараем. Блин, сас буллактарында бу кустарын уже тагаралар бит. Уже самостоятельно жалар. Ну, наше хозяйство, охотхозяйство большое, в принципе, угодья у нас большие. Занимаемся оленем, моралом, кабаном. Вот. Ну и держим такую небольшую пока экоферму, где разводим птицу, фазана разводим, для себя кролики, нутри, экзотическое мясо, но очень вкусное. Ну вот, приезжайте к нам в гости, будем показывать и стараться показывать много чего интересного. Еще всегда милости просим с нашим гостеприимством. Бывайте у нас почаще. По возможности приезжайте. Всегда рады гостям. Были и бараны, и кони, и коровы, и поросята, и что-то только не было. Сейчас Михаил Георгиевич у нас, ну, в аренду пока взяли в нескольких деревнях заброшенные фермы. И на данный момент у нас действующих 7 ферм. 2 из которых работают на откормочное поголовье быков. Кстати, казахская белоголовая, такая самая неприхотливая порода, можно сказать, ну, ближе то, что здесь есть. Одна ферма работает на молочное поголовье, там где-то 50 или 60 голов стада. Одна ферма за аэродромом работает на овчарня, у нас там стоит. Где-то только тоже где-то около 4-5 тысяч овец. Там и курдючная, там и романовская, всякая разная. Ну а эту территорию мы уже начали дальше развивать как экоферму. Поэтому только 2-й год мы здесь что-то начали строить. Ну, в будущем будет здесь, я думаю, что интересно. Разведем. Ну, Михаил Георгиевич у нас, конечно, старается и нас заставляет, чтобы животные все жили на воле. Но я говорю, так не получится, потому что дикая природа, она рядом, тут и коршуны, тут и лисы, тут все, чего хочешь. Поэтому приходится делать вольеры, хотя бы такие. В том году выпускали фазана вот сюда. Все равно лиса 15 штук съела. Не знаю, вот есть в мечтах у шефа страусов завести. Но для страусов надо тогда, блин, хороший бетонный сарай, потому что нога у них очень сильная, вышибает любое. Зима в этом году хорошая. Кстати, мы имеем еще пасеку в 70 улиц свою. Это алтайская лайка, да? Барон, барон, иди сюда. Иди ко мне, иди. У нас красавец, у нас сейчас молодцы сидят. Там у нас среднеевропейская лайка, а это алтайская лайка. На волка похож, да? Барон. Да, барон. Красавец. Спит на земле, под снегом, утром придешь, занесенный снегом, в будку не лезет вообще, не идет туда. Такая наша маленькая ферма. Так что удачи вам. Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Тверской области в охотхозяйстве «Королевская охота».
В этом охотхозяйстве мы оказались по такому случаю, что к нам приехали в гости друзья из славного города Якутск. В частности, Юрий Николаевич Большаков, совладелец торговой марки «Булчут», сети магазинов «Охотный двор». Вот сейчас мы находимся на данной земле, на данной базе, изучаем, ознакомливаемся с достопримечательностями. На заднем плане сама база. Только что вышли из экофермы, посмотрели, как люди здесь разводят птицу домашнюю, и в том числе дикую, кроликов, нутрию и все остальное. Сегодня вечером планируется выезд на охоту на кабана. Пожелаем нашим гостям ни пуха, ни пера. Ну, я отвечу за них к черту. Дай бог, чтобы они добыли экзотичного животного, зверя для их региона. Спасибо за внимание. Помимо экофермы, также особой гордостью охотничьего хозяйства считаются олени и моралы. Bu atın brigade geldi. Atın brigade bultan geldi. Ну что? Мышкалар өлбәк. Билин. Егер бит Жан калдырыга кеһә күн келән ылыктыра. Оннан баянай бит. Айда кайда берердә көрдөрөрдә. Валлаһи. Аллаһ тагына келемене мөхәппәле. Халламы кырыгалы тура. O Allah'ta aktar mesnevde. Знаете, да, как включать все? Да. Понятно. Если руки не дрожат, хоть бей, хоть в глаз. Да. Да. А так, конечно, лучше в лопатку бей. Знаю, лопаточку целишься точно, прям крестик навел. Только смотри, чтобы был один, за ним никого не стояло, потому что она прошьет, может двоих пробить. Bütün gün köröçüler bihi bu bulağına Tver облаһыгар Ржев город аттыгар Москваттан 200 км дайга. Келен турабыт охоту годиябыт, охот хозяйствобыт, королевская охота ден. Биһи манна бу кабан бултугар келдибит именно. Кабан хайда бултулар абити. Хайда кыл абити, кине хайда абити ден йөрәтә көрә бу процедуратын каддыра. Онда биһи маны тохта сааты хакал беппет, бу буланы
Эхеннигитер Маузер ден отут 06 калибрса. Он обязательно ночной видение лахплухта. Бу охот хозяйства условия-то именно кабаны подранок халарбат туутта. Именно бу хубугудук салахтар. Бән сагын иджекалар буллахына сан обязательно ночной видение лахплухта. Он намана өлбақта үппаккын. Олихим булла яха 2-3 пуля берелер. Onun kılıvra tam nugabit kaban osaynan xaraga möltök abit gınan baran sıtı onun kulgaga üşüdük saydı bit. Üşüdük ister, üşüdük hıttır diye kuduk. Olhen bu kuduk vışkaga bultağını kördürebit. Bu bullağına туга бит вышкага таккан олорора биккин олох тыгы хуктаккан олох лишне тыз ба булладагана чугахава табит кирбе табит мантан вышкаттан 100 метрлер хигге прикормка стылар кукуруза атан энник день через день келен олохтак егердер келендер прикорм калгылар эбит. Авес куталлар эбит, хорогор кукуруза куталлар эбит. Улихин кабан ол хирге нар келер эбит. Онна кабанга бихиблин сөбө хок кемге келлибит. Ромны бүгүн сезон хавабыт, хүбаксыз февральга сезон хавыллар эбит. Оннаттан билин халланыра сылас пайы, олихен шүрдік активная хоға бит. Онна тыллах бұллағана әме мас тоқ тығыттан құттанан әме қамнабат әбит кабан. Кабан үшүрдік активна қамныр кәме сир тоң болуқтаға бит, тахаджы тымны болуқтаға бит. Отчоғына кәне ас бәйті самостоятельно хахан хатан хабат бұллағана bu именно прикормкалы хиддерге чүрдүктө келер биттен бияхан экен кепсатлар. Сәп ол курдук буллагана тәмин бәм бу булттен улахан булка улаханны хыджабаппын тан агаяктык хыджахатыбын химир булт серин томун химир булт берәдеген көрәхатыбын химир биһикен нибиттен келер кенчари кескилге чакка хайдах бултууларын сери тому көрдөрүктаакпыт. Олихин симмир булт арас булка хыджахатыбын ганан баран улахан булка мен пока наха бәлемем мок теккахап тан хыджабын ганан баран именно бу туун көрөрүбүн хыджахатыбын. Оннаттан улаханнык онна хеммир саха кихита бу именно булка сыстыгас любой аркихи бехет тый сайылгабыт кеңе коңа тымныта иммир эт сы хетакпытны хатанар олихим буллагана бехеха бултен развлечение күлейдехин болбакка бу булка кихи сибихей эт улан сиен оголоргар хетен онната сөптөктүк бултурга жүретехинден. Олихин бихи бу канал быт именно ол сылга арылынна бихи буллагана охотный двор компания бу сөпкө бултурга жомутун хергебитен жүретехтеакпит көрдүрөктеакпит. Тан бәем чисто бәем олох бу айылга чугас кихибин айылга тагыстакпына ханнянабын айылгалын кепсетебин айылгаттан күйү сылабын оннаттан өлөрөр өһөрөрден меха өйдөбүл олохох нар тон аяқпын буллақпын хөп болабын тоқтубын онна бу сер туомден оголор бутугар жомутугар хергебитигер бихи өйдөтүүлетин итиктакпыт баратын өлөрбөккө хөрбөккө бихи Эттехадири бу сахалы итегалбитнен тоқтанан бихи сери тому булка көддүрөктаакпыт.
Олеген бии канал бытын көрін охотный двордун болу. Охота на кабана – одна из самых популярных и любимая многими в России. Кабан – интересный объект охоты и ценный трофей. Существуют разные способы охоты на этого зверя. Кабан предпочитает обитать в смешанных и широколиственных лесах в степных районах. В России обитает на всей территории европейской части, на Кавказе, в Южной Сибири. Кабан не встречается лишь в тундре и некоторых таежных районах. Охота на кабана с вышки в последние годы становится все более популярной среди охотников. При такой охоте охотник должен обладать выдержкой и строго соблюдать тишину, чтобы не спугнуть стадо кабанов, вышедших на кормежку. Вышки на кабана чаще всего устанавливают на подкормочной площадке, на которую регулярно приходят кормиться кабаны. Лучшее время для охоты на кабана с вышки – это зима, когда у кабанов остается мало корма, и они регулярно начинают посещать подкормочную площадку. Когда кабаны выходят из леса на площадку, не следует торопиться с выстрелом. Охотник должен дать им успокоиться, чтобы кабаны начали спокойно кормиться. Тогда можно выбрать одного из кабанов и произвести выстрел. Нас привезли на вышку около 17 часов. Начинало уже понемногу темнеть. Место для охоты на кабана, где находится вышка, прикармливают день через день и обычно для прикормки используют кукурузу или овес. Сама вышка находится примерно в 100 метрах от места кормежки. В ожидании кабана также важно не издавать никаких звуков, ведь слух у кабанов очень хороший. Шло время, но мы все ждали, когда же он выйдет. И вот, спустя почти 3 часа ожидания кабана, наконец-то появились первые движения. В прицеле мы заметили 3 кабанов. Находились они недалеко от места кормежки, ближе к лесу, за кустами. И по поведению казалось, что они что-то чувствуют. Кабаны не выходили к месту кормежки минут 10, ходя около нее. Но вот один из 3 кабанов все-таки вышел из-за кустов и начал кормиться. Пытаясь издать как можно меньше шума, вытащив аккуратно ружье в окно и прицелись на кабана, произвели выстрел. Нашли кабана примерно в 20 метрах от места кормежки в лесу. К сожалению, снять сам момент выстрела у нас не получилось. Кабан вел себя настороженно, было очень мало времени, темно, и буквально любой звук мог просто-напросто спугнуть кабана. Так как в нашей республике нет кабана и охота с вышки на него не практикуется, мы решили показать весь процесс и надеемся, что вам было интересно. Оставайтесь с нами, увидимся в следующих выпусках.